реакции в акцию. Значит, следующее, это мы на сегодня увидели высокий уровень межведомственного взаимодействия. Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия в лице министра Прокопенко Владимира Николаевича поставила, значит, задачу перед своими сотрудниками по активному участию в акции «Путь дому». И лично сегодня посетил акцию заместитель министра внутренних дел по Республике Саха-Якутия Неустроев Константин Константинович, значит, штаб Министерства внутренних дел по республике, полицейские по направлению охраны общественного порядка и те участковые уполномоченные, которые работают на территории города Якутска, сегодня оказали посильную помощь. Поэтому, пользуясь случаем, мы благодарим руководство и аппарат за такую нашу с вами совместную инициативу акции «Путь к дому». Смысл, конечно, этой акции, еще раз я напоминаю, оказание адресной помощи и, безусловно, еще плюс более такое тоже и содержание, что носит эта акция, конечно, серьезный профилактический характер. Хотелось бы сегодня нам поблагодарить наших серебряных волонтеров, которые от начала до конца приняли самое активное участие, за их такую личную активную гражданскую позицию. Также мы сегодня договорились с руководством постоянного комитета по вопросам здравоохранения и социальной политики Государственного собрания Ултумен Республики Саха-Якутия. Сегодня председатель комитета лично посетил акцию «Путь дому», значит, и о том, что мы представим все итоги всех 7 акций «Путь дому» и приступим уже к активной фазе работы над законопроектом. Значит, хотелось бы, вкратце сказать такие итоги, более развернутые итоги мы разместим у себя на сайте и, безусловно, доведем до сведения населения Республики Саха-Якутия. А теперь конкретно о предложениях. Во-первых, мы, конечно же, сегодня видим актуальность открытия по-прежнему медицинского вытрезвителя на территории городского округа город Якутск. Значит, действительно, Конституция Российской Федерации позволяет сегодня субъектам Российской Федерации до принятия федерального закона на упреждение заниматься собственным правовым регулированием. Поэтому с учетом того, что у нас, к сожалению, на территории Республики Саха-Якутия идет рост преступлений, связанных с состоянием алкогольного опьянения, мы считаем, что на сегодня с точки зрения и профилактики, и сохранения жизни граждан очень актуальным является решение, наконец, вопроса, так скажем, ранее как медицинского вытрезвителя, а теперь специальное учреждение, которое бы занималось вытрезвлением граждан. Следующее, это мы речь ведем о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, которые сейчас активно разворачиваются, и с учетом того, что сегодня тиражируются положительные практики социально ориентированных некоммерческих организаций, выигравших конкурс по линии президентских грантов Российской Федерации, на сегодня также поддержать, значит, более конкретными способами, кроме грантовой поддержки, а именно сегодня СИО, НКО нуждаются в имущественной поддержке, это в виде помещений, земельных участков. Эти вопросы, значит, решить на территории городского округа город Якутск. Решения были приняты руководством города Якутска в августе текущего года. И далее, как я уже отметила, значит, мы на сегодня хотим акцентировать вопрос тому, что 7 акциями мы вырабатываем механизмы оказания помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, который также включает в себя понятие, конечно же, профилактики правонарушений, профилактики бродяжничества именно, попрошайничества и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. Поэтому мы, как уже сказала я, уже приступаем к конкретной практической стадии разработки законопроекта и будем, конечно, ждать поддержки, рассмотрения и принятия Государственным собранием Ултумен Республики Саха-Якутия соответствующего республиканского законопроекта, который бы создал, наконец, основу системной комплексной работы, реализацию государственной политики, на основании которого уже можно ставить вопрос компетенции и ответственности органов власти, если у нас, к сожалению, бездомные граждане могут также по-прежнему находиться на территории улиц нашей Республики Саха-Якутия. Спасибо, Сардана Михайловна. А я напоминаю, дело в том, что по прямым включением и по материалам будет создана программа на России 24, называться она будет «Путь к дому».